Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. От пожара на складе боеприпасов в Луганской области Украины пострадали больница, школа и около 50 домов. Госдепартамент США подтвердил, что располагает оперативной информацией о российских авиаударах по больнице в Сирии. Без света, воды и газа, но в родных стенах. Вынужденные переселенцы возвращаются домой на неподконтрольные Киеву территории. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина. Донбасс сотрясался от взрывов. В Сватово, Луганской области, на складе боеприпасов произошел пожар. Началось детонирование. Мощные взрывы гремели на протяжении всей ночи. Ой-ой-ой. По информации Минобороны, погибли как минимум 2 человека. Среди военнослужащих и местных жителей есть раненые. Повреждены частные дома и административные здания. К утру взрывы прекратились. В течение дня на месте происшествия работали следователи и минеры. Одни жители города ночь провели в подвалах. Вы видите эти фотографии. Другие смогли выехать в безопасные места. Причиной ЧП в Луганской администрации называют попадание в помещение складов. А там хранилось 3500 тонн боеприпасов, сигнальные ракеты. СБУ открыла дело по статье «Теракт». Нашему корреспонденту удается поговорить с местными жителями. Это что мы видели? Бежали под снарядами, что мы видели? Осколки летели, зарево было, с дому еле выбежали. Больше что еще можно сказать? С перепугу, наверное, ничего не скажешь. И мы с нею вдвох разговариваем, ми в комнаті сидимо, а почались взриви. Я говорю, ну це не іначе, як крестний їй вирішив зробити подарок і феєрверк там оце запускає. Виглядаю на балкон, говорю, не пойму тільки чого з цієї сторони, а не з тої сторони. Залітає її дочка, от сюди, і кричить, кидає, падайте всі в ванни, на молокозаводі щось взривається, там страшно, що робиться. Украина и непризнанная ДНР, ЛНР вновь обменялись пленными. Так называемые народные республики отдали 9 человек в обмен на 11 пленных, задержанных украинской властью. В заложниках у обеих сторон еще остаются люди, однако следующий обмен, по прогнозам участников переговоров, состоится не скоро. Конвой по обмену пленными в формате 9 на 11 начали формировать в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Из зданий выводят 4 пленных. Один из них подтверждает, в застенках остаются еще заложники. Много ли осталось еще людей? 20 чем. Больше 20. Под конвоем пленных уводят непризнанную Луганскую Народную Республику. Забрать там еще 5 заложников. Почти все они военные. 1 доброволец и 1 гражданский. Их везут на ничейную территорию, на границу непризнанной республики и контролируемой украинским правительством земли. После проверки безопасности на линии фронта и переговоров уполномоченных по освобождению заложников с обоих сторон конфликта, каждая колонна заложников переходит на свою сторону. Сколько всего пленных с той стороны еще осталось поменять? У нас не более 3 десятков, их на украинской территории 1354 человека. Открывайте сайт 62 ЮА, и там это все полностью оговорено пофамильно, кого задержали. А у нас не у всех выход есть на 62 ЮА. ДНР закрыт. Открываю огромный секрет. Если не получается через Google, делайте через Яндекс. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что в плену непризнанных республик находится около 130 военных. Статистика задержанных сторонников непризнанных республик не разглашается. Расхождение в списках и количестве заложников усложняет и пока делает невозможным обмен по формуле «всех на всех». С наступлением перемирия на Донбассе жители прифронтовых районов начинают возвращаться в свои дома. Власти так называемой ДНР помогать в восстановлении разбитых жилищ при этом не спешат. Главная проблема для местных жителей – поврежденные коммуникации. На произвол. Все, как хотите. Воду и газ коммунальщики запустили около 4 недель назад, после установления стойкого перемирия. Однако отопление жильцам вовсе сказали не ждать. Ничего не можем сделать, чтобы подключили полностью наш подъезд к отоплению. Если уже наш подъезд от 1 по 4 со всеми людьми и нас не подключают, что уже говорить о тех домах, когда 1-2 человека? Просто дома консервируют и ничего не делают. После пережитых бомбардировок жители разрушенных кварталов начинают вести коммунальные войны с властями. Вот так работает наша котельная. Здравствуйте. Скажите,
мобилизации? Готова. А почему когда тогда будет наши запускать? дома не подключают к отоплению, если котельная готова? Газ, там решается вопрос. 53 прямых попадания получил дом по адресу Кремлевский проспект, 41А. Но его жители еще надеются вернуться в свои квартиры, и поэтому уже сейчас своими силами берутся восстанавливать разрушенное. Надо мной крыши нет, и у меня уже все течет, у меня уже обои падают. Сказали январь-февраль. А как выжить? Выживаем вот, уже вторую зиму выживаем. Сроки ремонта здания коммунальными предприятиями постоянно откладываются. И может оказаться так, что дома, выстоявшие при артобстрелах, обрушатся, не пережив очередную зиму. Масштабы разрушений вынуждают городские власти закрывать и консервировать особо пострадавшие здания, лишая возможности вернуться в них бывшим обитателям. Люди, пережившие ужасы войны, теперь не всегда могут вернуться в свой дом, и прекращение артиллерийских обстрелов не дает им ощущения мира. Тут остались одни старики, которым надо вот так вот спасибо сказать. Они умыли руки и бросили нас. Это просто невозможно даже смотреть. А мы испытывали такой ужас каждый день до последнего дня. Пока будут оставаться разрушенными дома и кварталы города, будет оставаться ощущение близкой беды, что в любой момент все может вернуться. В отношении Александра Лукашенко, его сыновей Дмитрия и Виктора, а также еще 167 физических и 3 юридических лиц Беларуси приостановлены санкции Евросоюза, говорится в официальном журнале ЕС. Решение принимает Совет Евросоюза. Это сделано в ответ на освобождение белорусских политзаключенных и в контексте улучшения отношений между ЕС и Минском, объясняют в Брюсселе. Под санкциями подразумевается запрет на въезд в ЕС и замораживание активов в европейских банках. В то же время в отношении 4 белорусских силовиков санкции оставили в силе. Это бывший министр внутренних дел Наумов и Сиваков, экс-секретарь Совбеза Шейман, а также бывший руководитель СОБРа МВД Павличенко. ЕС подозревает их в преследовании оппозиционных деятелей. В то же время сохранено действие эмбарго на поставки в Беларусь оружия, полицейского снаряжения, а также техники двойного назначения, которая может быть использована для внутренних репрессий. Конец цитаты. Помимо Европы, о временной приостановке санкций против ряда белорусских компаний и чиновников объявляют и в Америке. Подробнее расскажут наши коллеги в США. Об этом смотрите через несколько минут. А прямо сейчас о главной мировой теме, о военной кампании на Ближнем Востоке. В Вене начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Взгляд из Вашингтона. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Всего, нужно сказать, в переговорах участвуют представители 17 стран, в том числе госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров и их иранский коллега Мохаммед Джавад Зариф. На днях глава американской дипломатии назвал встречу самой перспективной за последние годы возможностью положить конец конфликту. Примечательно, что пока на переговорах не участвуют делегации ни от сирийского правительства, ни от основных оппозиционных сил. Между тем, организация «Врачи без границ» в четверг сообщила, что при авиаударах неизвестных сил на севере Сирии пострадали 12 больниц, не уточняя, чья авиация несет ответственность за эти бомбардировки. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в четверг заявил, что у США есть данные, подтверждающие разрушение одной из больниц российской авиацией. Мы видели репортажи прессы по этому поводу. Мы знаем, что об этом говорили некоторые общественные организации. И я хотел бы вам сказать, что у нас есть другая оперативная информация, которая дает основание поверить, что целями российских ударов были не только объекты ИГИЛ, но и гражданские объекты, что приводит к гибели мирного населения. Как я уже сказал, мы располагаем некоторой оперативной информацией, которая позволила нам это утверждать. И я не собираюсь делиться разведывательной и оперативной информацией с этой трибуны. Вы задали мне прямой вопрос, я дал вам на него прямой ответ. Тем временем, как минимум 40 человек погибли и около 100 получили ранения в результате ракетного обстрела рыночной площади силами сирийского правительства в городе неподалеку от Дамаска. Об этом в пятницу сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По данным организации, правительственные войска выпустили 12 ракет по городу Дума. Организация «Сирийская гражданская оборона» опубликовала на своей странице в Facebook фотографию жертв обстрела и сообщила, что в результате атаки погибли более 45 человек. Между тем, США готовы отправить в Сирию сотрудников спецназа для проведения военных консультаций и оказания помощи повстанцам, сражающимся с ИГИЛ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей администрации США.
Посол США в России Джон Тефт провел онлайн-чат с пользователями социальной сети ВКонтакте. За общением американского дипломата с российской интернет-аудиторией наблюдал наш московский корреспондент Данила Гальперович, с которым мы побеседовали по скайпу буквально за несколько минут до нашей программы. Посол Джон Тефт не боится общаться в российских социальных сетях. Он довольно часто организует такие вещи и через российские медиа ему можно задавать вопросы. Были онлайн-чаты в других различных российских медиа. Вот и напрямую в сети ВКонтакте он тоже пообщался. Очень много вопросов было по Сирии. Фактически сначала он обозначил позицию Соединенных Штатов по Сирии. Это то, что ключевые цели США и России в Сирии на самом деле общие. Я сейчас цитирую его ответ. «Мы соглашаемся с тем, — пишет посол, — что текущая ситуация в Сирии неприемлема. Мы согласны с тем, что требуется политическое решение для этой ужасной гражданской войны. И мы согласны, что нужно сохранить целостное и светское государство. Наконец, мы согласны, имеется в виду Россия и США, что сирийский народ должен решать свою проблему путем свободных выборов». А вот относительно военной операции в Сирии, в то время как Россия заявила, что ИГИЛ – основная цель ударов, мы видим, пишет посол, что большинство ударов в действительности наносятся по оппонентам режима Асада. И посол пишет, что, по мнению США, поддерживая режим Асада, эту войну не остановить. Как неоднократно заявлял президент Обама, США хотят сотрудничать с Россией для разрешения этого кризиса и ликвидации ИГИЛ. Министерство финансов США сообщило в пятницу о решении частично приостановить санкции в отношении ряда белорусских предприятий. Санкции были введены на основе указа президента США от 16 июня 2006 года. Затем на какое-то время приостановлены, однако в связи с преследованиями демократической оппозиции после президентских выборов в Беларуси в 2010 году вновь возобновлены. Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби отметил, что решение о приостановлении санкций принято в координации с Европейским Союзом как реакция на освобождение политических заключенных 22 августа. Решение Минфина вступает в силу 30 октября и будет действовать до 30 апреля 2016 года, после чего может быть продлено либо аннулировано. Частичная отмена санкций в отношении режима Лукашенко ожидалась экспертным сообществом в Вашингтоне. Вот как на днях их потенциальную отмену прокомментировал Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека, а ныне сотрудник Института Маккейна. Что касается освобождения политических заключенных, оно в основном мотивировано озабоченностью Лукашенко следующим шагом Путина. Ранее российский лидер объявил о решении открыть базу в Беларуси, и Лукашенко использовал эту ситуацию, чтобы показать Западу, что он нуждается в его помощи, поскольку на Беларусь оказывается давление. Все эти факторы привели к ситуации, в которой западные лидеры почувствовали необходимость отреагировать, протянуть руку Лукашенко. Однако, на мой взгляд, они зашли несколько далеко. Я бы оставил Лукашенко и его окружение в санкционном списке. Я бы потребовал большей либерализации, поскольку с отменой санкций у Лукашенко не будет стимула к дальнейшей либерализации Беларуси. Сегодня он опасается, что если либерализация произойдет, то он столкнется с Майданом в собственной стране. Европарламент призвал страны-члены ЕС прекратить преследование бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. В резолюции предлагается предотвратить его экстрадицию, а также предоставить ему защиту. В связи с этим пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби в очередной раз заявил, что Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом. Цитата: «Этот человек подверг национальную безопасность Соединенных Штатов серьезной угрозе, и он должен ответить за это». Конец цитаты. 45-летний республиканец Пол Райан избран спикером Палаты представителей. Он стал самым молодым спикером 20 и 21 веков. За его кандидатуру проголосовали 236 конгрессменов из 435. За голосованием по утверждению кандидатуры Пола Райана на пост спикера Палаты представителей наблюдали его жена и 3 детей, его мать и Митт Ромни, республиканский кандидат в президенты на прошлых выборах, который тогда предложил Райану быть его вице-президентом в случае победы. Спикер Палаты представителей – 3-й человек в политической иерархии США после президента и вице-президента. Мэтт Васневский, историк Палаты представителей, считает эту роль ключевой.
Со временем спикер также превратился в главного управляющего Нижней палаты Конгресса. Он принимает окончательные решения практически по всем вопросам в Палате представителей. Преподаватель католического университета Мэтью Грин говорит, что задачей спикера является представлять Палату представителей в общении с Сенатом, президентской администрацией и общественностью. Помимо этого, спикер является одним из лидеров своей партии. Благодаря этому, собственно, политик обычно и попадает на этот пост. Спикер помогает своей партии принимать законы, предлагает кандидатов на посты во власти, собирать пожертвования на избирательные кампании однопартийцев. У него много обязанностей. Первым спикером Палаты представителей стал Фредерик Мюлленберг из Пенсильвании. Его избрали 1 апреля 1789 года. Вначале спикер исполнял более бюрократическую, нежели политическую роль, но времена изменились. Несмотря на всю значимость должности спикера, избрать на нее можно фактически кого угодно. Конституция США достаточно неопределенно формулирует, кто может быть спикером. Все, что там говорится, это что Палата представителей должна выбрать спикера. Поэтому, теоретически, любой человек может быть спикером. Он даже не обязан быть членом Конгресса. Однако все спикеры являлись членами Конгресса. Теперь уже бывший спикер Джон Бейнер поместил в своем твиттере прощальную фотографию. Он запечатлен на так называемом балконе спикера, на котором произносят речи лидеры, выступающие перед американцами, собравшимися перед Капитолием. Последним из таких ораторов был Папа Франциск, после общения с которым Бейнер и решил уйти в отставку. В России с ухудшением экономической ситуации участились случаи мошенничества с квартирами сирот. Об одной из таких историй расскажут наши коллеги в Праге. Сергей, слово вам. Да, Игорь, так называемые черные риэлторы буквально охотятся на выпускников детских домов и интернатов с тем, чтобы завладеть жильем, которое им выдают при наступлении совершеннолетия. Сироты при этом оказываются легкой добычей, поскольку доверчивы, а заступиться за них, как правило, просто некому. Наш корреспондент Вадим Кондаков. Это Тамара. Ей 24 года. Она работает консьержкой в подмосковной новостройке и живет тут же, на рабочем месте. Ты здесь и живешь, получается? Да. Вот на этой раскладушке сплю, здесь сижу, документацию веду. В это трудно поверить. Она молодая девушка, коренная москвичка, а еду готовит там, где обычно справляют нужду. Там у нас туалет, плитка, там готовлю. Получается, что готовить приходится в туалете, да? Ну да. А ведь еще недавно у Тамары была своя квартира. Однокомнатная, зато уютная и удобная, в престижном районе Москвы, которую ей, сироте, дали после выпуска из дома-интерната. Моя квартира, вот она. Ее квартира теперь принадлежит некоему Алексею Гудкову, который по какому-то счастливому совпадению появился в ее жизни, когда Тамара получила право на приватизацию своего жилья и когда ей очень нужны были деньги. Гудков предложил девушке заработать, заложить свою жилплощадь и выкупить чужую. Мы куда-то закладываем в банк, берем оттуда по 2 миллиона, отдаем человеку, которому нужно 4 миллиона, вот, и его квартира забирается, продается вдвое дороже. Вот. Тоже залог гасится, а все остальное делится пополам. И она согласилась. Новый знакомый был настойчив и стремителен, всегда имел наготове объяснение и не давал времени на раздумья. Советоваться ей было не с кем, но уверенности придавало то, что несколько бывших одноклассников по школе-интернату тоже имели дело с Гудковым. А когда однажды Тамара захотела вернуть свою квартиру, оказалось, что та ей больше не принадлежит. А он начал свое говорить, гнуть, это теперь моя, это квартира моя, ты ничего уже не сможешь сделать. Мы позвонили Алексею Гудкову с просьбой о встрече. Он отказался от съемок, но пояснил, что он добросовестный приобретатель и что заплатил за квартиру 3 миллиона рублей. Гудков пообещал бороться за свою собственность, а Тамару назвал мошенницей. Она говорит, что она денег от вас, по крайней мере, 3 миллионов не получала. Ну, она вспышку написала, деньги получала. Ну, в чем еще? Она утверждает, что вы просто подсовывали ей какие-то документы на подписи, она, не разбираясь, их подписывала. Ну что вы рассказываете-то? Она девочка самостоятельная, что она не понимала, что она это видела, она все читала. Когда Тамара написала заявление в полицию, ей отказали в возбуждении уголовного дела. Мол, она сама подписывала все документы. Но адвокат девушки уверена, к этому делу нельзя подходить формально и собирается проводить специальную психологическую экспертизу. Наша Тамара, она воспитанница детского дома. Она доверчива. Она привыкла, что
она получает какую-то помощь социальную от других лиц, от государства. И в этом случае она восприняла Гудкова таким же образом, что он ей должен чем-то помочь. Адвокат уверена, что если им удастся убедить правоохранительные органы в том, что Тамару обманули, это поможет не только ей. Ведь доверчивых сирот с их квартирами еще очень много, а их слез все равно никто не видит. Все уже называют бомжом, я не хочу быть бомжом. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. Семье с 3 детьми уйти под землю предложили на Урале местные чиновники. Людям разрешили постройку дома высотой не более 0 метров. Причем участок многодетной семьи выделило государство по программе поддержки, то есть все официально. Общественные деятели уверяют, таким образом чиновники просто выселяют людей с дорогих земель. Екатерина Пономарева. Чертежи дома мечты Игорь Кириллов, отец 3 детей, показывает нам на недоделанной кухне, взятой в кредит квартиры. Кирилловы год назад наконец получили участок от государства по программе поддержки многодетных семей. Но вместо дома пришлось все деньги вложить в ипотеку. Оказалось, на казенной земле можно построить только бункер или землянку. Мы получили градостроительный план, подписанный департаментом архитектуры, в котором разрешенная предельное количество этажей и предельная высота зданий и строений и сооружений 0 метров. Это не ошибка и не описка, а официальная бумага от архитекторов. Участок Кирилловых оказался в черте города, а значит, условия застройки диктует мэрия. Пока семьи вступали в права собственности, чиновники изменили статус земель. Наделы, что раньше числились под коттеджи, в них стали парковой зоной, запретной для наземного жилья. И 20 многодетных семей, чтобы доказать свое право на жизнь здесь, теперь не выходят из судов. Вот эти зоны, в которых расположены земельные участки, они меняются как-то кулуарно. Именно администрация города без участия собственников, без участия землепользователей. Дмитрий Рожин многодетным семьям помогает с 2011-го, когда стартовала программа по выдаче земель. С тех пор, говорит, не вспомнит ни одной позитивной истории. Либо землю государство дает так далеко и в таких местах, что жить невозможно, если в городской черте за наделы с семьями начинает спорить мэрия. Чаще всего люди сдаются и продают участки за бесценок бизнесменам. Потом у земли меняют статус и на участках все-таки строят. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Время передавать слово в Вашингтон. Как людям в преклонном возрасте справляться с физическими недугами и домашними заботами? Ответ на этот риторический вопрос, похоже, нашли в американской столице. Игорь. Да, Сергей, действительно, один из необычных вариантов решения этой проблемы предлагает вашингтонская НКО Capitol Hill Village. Она помогает пожилым жителям американской столицы оставаться в родных стенах с комфортом и в безопасности. Подробности в нашем следующем сюжете. Здесь играют в маджонг, участвуют в литературных чтениях и организованных прогулках на природе. Для многих американцев старость означает отказ от жизни в собственном доме. Но одна вашингтонская НКО решила изменить ситуацию. Capitol Hill Village – это скорее движение. Оно зародилось в местной общине. Группа людей решила помогать друг другу, и теперь их опыт перенимается и в других районах. В 2006 году 6 пожилых соседей решили организовать группу, участники которой обязались помогать друг другу сохранить независимость и остаться в своих домах. Они подготовили список надежных рабочих, финансовых советников и даже транспортных компаний. И сегодня они опираются на взаимную добровольную помощь друг другу. К 2015 году число участников этой группы возросло до 400 человек, и теперь они платят ежегодный членский взнос. НКО Capitol Hill Village всегда старается найти добровольцев для решения проблемы и только исчерпав ресурсы обращается к коммерческим компаниям. Сегодня Дон Хефернан помогает 90-летним супругам починить телефон. В этом районе Дон живет уже 32 года. В возрасте 57 лет он решил начать помогать НКО и с тех пор не прекращает свою волонтерскую деятельность. Чем моложе участники нашей НКО, тем чаще они стараются помогать. Но даже наши 80-летние ребята не отстают. Я думаю, что большая часть из нас продолжает помогать другим, пока может, даже без расчета на то, что им самим когда-нибудь придется обратиться за помощью.
87-летняя Рут Митчелл каждую неделю выделяет 2 часа на то, чтобы подыскать необходимую помощь нуждающимся. Митчелл переехала в США из Великобритании, и сегодня она живет одна. Ее любимые хобби – работа в саду, чтение и участие в книжных клубах. Членство в Capitol Hill Village не только позволяет ей находить друзей по интересам, но и оставаться в доме, в котором она прожила 25 лет. Это означает, что я могу сохранять свой привычный ритм жизни. А это очень важно для меня. Я хочу контролировать свою жизнь, свой круг общения, и наш НКО дарит мне этот шанс. Благодаря усилиям Capitol Hill Village все большее число пожилых жителей столицы на старости лет могут оставаться в своих домах, сохранять свои привычки и продолжать работать на пользу местных общин. Пользователей социальных сетей порадовала новость от Интерфакса о системе хранения отчаявшихся тушканчиков в московском зоопарке. Почему отчаявшихся, спросите вы? Да потому что для погружения тушканчиков в зимнюю спячку сотрудники заведения морят их голодом в темном холодильнике, пока те полностью не лишатся надежды. Знаете ли вы, как спят тушканчики у нас в зоопарке? В самом обычном холодильнике. Чтобы они уснули, их нужно поместить в экстремальные условия, сообщает на своей официальной странице в Фейсбуке московский зоопарк. Его сотрудники рассказали журналистам, что если грызунам в холодильнике оставить еду или материал для строительства гнезда, то они не уснут, поскольку будут надеяться на лучшее. Именно поэтому их запирают в темноте, в тишине и при температуре 3-4 градуса тепла. Тогда они отчаиваются и впадают в анабиоз. Спать им нужно для здоровья, кстати, да и период размножения у них происходит только после спячки, объяснили в зоопарке. Между тем, в Нью-Йорке, городе, который многие называют одним из самых креативных и толерантных городов мира, по-своему празднуют Хэллоуин. Там принять участие в празднике могут не только люди, но и животные. О том, в какие костюмы обрядили жители города своих питомцев и у кого оказался самый впечатляющий наряд, сюжет Виктории Купчинецкой. В Нью-Йорке, где любят парады, переодевания, театр, представления и всякого рода перевоплощения, Хэллоуин – большой и важный праздник. Это возможность проявить креативность и придумать костюм, который поразит и восхитит окружающих. В Нижнем Манхэттене в парке Томпкинс-сквер прошел 25-й ежегодный парад собак в хэллоуинских костюмах. В нем приняли участие по меньшей мере 250 четвероногих, которые красовались на подиуме и соперничали за звание пса, облаченного в самый оригинальный костюм. В соревновании вместе с собаками приняли участие и их хозяева. Каких костюмов тут только не было. Собака, одетая как механическое пианино. Собака, одетая как Фрида Кало, мексиканская художница. Собака, одетая как средневековый рыцарь. Собаки в костюмах суши. В костюме льва. В костюме на тему «Волшебник изумрудного города». И, конечно, была собака в костюме Дональда Трампа, кандидата на пост президента США. Парк Томпкинс-сквер в центре Ист-Виллидж не всегда был таким приветливым для посетителей. В истории Нью-Йорка он известен как центр жестких столкновений с полицией в 80-е годы прошлого столетия. Тогда полиция пыталась освободить парк от бездомных, которые разбили здесь палаточный городок. Здесь собирались анархисты, проходили пикеты и демонстрации, полиция их разгоняла, и это порой заканчивалось десятками и сотнями арестов. Но, похоже, бунтарское прошлое этого парка позади. Сегодня здесь царят невооруженные дубинками полицейские, а безобидные псы и веселое настроение. В США Хэллоуин оброс самыми разнообразными традициями. В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, проводится ежегодный заплыв на судах, изготовленных из гигантских тыкв. Участники соревнований должны сначала вырастить очень большую тыкву, потом выдолбить из нее нечто напоминающее байдарку, спустить на воду в пруду и проплыть от берега до берега. Организаторы заплыва подчеркивают, что корабль должен быть изготовлен большей частью из тыквы. Поэтому корабелы решают очень непростую инженерную задачу. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В эфире нашей программы в субботу смотрите. Россия, которой мы не знаем. В 2016 году у страны может быть исчерпан резервный фонд. Почему российское ракетное производство перешло на работу в 3 смены и сколько это стоит казне, а также европейское будущее Грузии и судьба «Газпрома». Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.